последний четвертый соревновательный день в борьбу вступили юниоры до 60 и 55 килограммов, а также юниорки до 78 килограммов и более. Масштабное спортивное событие по дзюдо в республике проходит впервые. И не случайно, ведь Ингушетию по праву можно назвать кузницей чемпионов по дзюдо. Каждый регион верит в своих представителей на татами. О фаворитах говорить пока рано. Права на ошибку нет. Проиграл схватку, значит лишился шансов на золотую медаль. А потому все спортсмены стараются проявить ловкость и применить отработанные элементы боевого искусства. Что у Анзора Назарзода получилось с первого раза. И Пон не оставил ни малейших сомнений в победе. Борьба была в одноименной стойке. Кто кого переиграет за руку. И соперник был достойный. Схватки, конечно, нелегкие, но приходится трудиться, выигрывать. Ну, слава Всевышнему, я сделал. И вот сейчас буду за третье место выступать. Самые зрелищные поединки, безусловно, финальные. На татами один за другим выходят спортсмены, не готовые отступать никому. 4 минуты. За это время нужно удивить, превзойти и победить. На одном из 4 татами за первое место весовой категории до 55 килограммов соревнуются юниоры из Татарстана и Краснодарского края. Блестящей техникой обладают оба спортсмена, однако ловкостью вырвать победу получилось у дзюдоиста в белом кимоно. Готовились, 2 раза в день тренировались. Год тренировались, готовились на эти соревнования. Хотел выиграть, конечно, фаворитом был. Соперник хороший был, тоже в финал вышел. Досрочно выиграл, 2 раза в Азаре. За ожесточенными схватками наблюдает глава Ингушетии Нузбек Евкуров вместе с легендарными дзюдоистами мира. Финал в самой тяжелой весовой категории 78+. Лицом к лицу встретились уже юниорки. Обе участницы не новички и уже в прошлом противостояли друг другу. Впрочем, исход поединка и прогнозы на победу делать было рано. Схватка была вязкая. Все точки над «и» расставили судьи. Призовое место досталось Альбине Челомбитько, Белгородская область. Мы с этой соперницей не один раз встречались. Мы в основном встречались с ней по самбо. Это была наша первая встреча по дзюдо. Я не могу сказать, что я знаю в точности эту соперницу, но и тяжело не было, но мы обе старались выиграть эту встречу. На это очень ушло много времени, конечно, там даже не месяца, а ты сначала должен пройти некоторые отборы, и потом уже, чтобы на России выступить там, не знаю, месяцами готовимся, но очень усердно нас тренируют. Затем торжественная часть награждения победителей и призеров. Без внимания не оставили и почетных гостей, которым вручили грамоты главы Ингушетии. А за вклад в развитие физической культуры и спорта Эцио Гамби присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Ингушетии». Судейская коллегия состоит из профессионалов своего дела. Ошибок никаких быть не должно. Турнир проходит строго согласно международному регламенту. Грандиозное спортивное событие, уровень высокой организации приятно удивляет гостей и судей. Олимпийский чемпион Халмурзаев, он отсюда. Соответственно, очень много ребят, которые, выступая здесь, я думаю, что равняются на этого человека, который задал очень большой толчок в развитии этого вида спорта в этой республике. И, конечно же, видно, что ребята достойно выглядят. Провели на высшем уровне. Чтобы следующий уже этап у вас чемпионат России. Я думаю, еще серьезнее проведете. Так что молодцы. Возможность попасть в сборную России по дзюдо представилась только победителям. К ним в заключительный день присоединились еще 4 спортсмена. Харун Клишев, Краснодарский край, Семен Киршатов, Кемеровская область, Диана Гизатуллина, Челябинская область и Екатерина Шагаева, Белгородская область. Словом, это первенство только начало. Возможно, совсем скоро Ингушетия примет и чемпионат России по дзюдо. Зелимхан Калоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.